Не так давно в сфере увлечений и различных хобби в России среди населения было проведено небольшое исследование. Оказывается, многих привлекает туризм и путешествия. Пассивный отдых, такой как чтение книг и рукоделие, привлекает чуть меньше, а рисование и слушание музыки составляет всего 6% опрошенных. Это если смотреть в общем. Но сегодня мы вас познакомим с человеком, который одновременно увлекается всеми этими видами досуга и даже больше, во многом благодаря своей маме. Моя мама энтузиаст. Она вот 2000-х годов начала делать обряды и учит школьников. Каждый месяц проводят томы, обряды, посвященные этому месяцу. И вот именно она вот меня вот так собирает, чтобы я делала тоже обряды очищения, алгысы. Мама всегда учила мудрости якутским обрядам. Моя мама с детства прививала любовь к своей нации. И в детстве у меня всегда были якутские платья на всех. В то время же не очень носили. И я была одна из первых, которая пропагандировала якутскую одежду. Любовь к якутской культуре в семье Любови Николаевны, мамы Туяры Георгиевны, не случайна. Ее родители Ульяна Матвеевна и кузнечных дел мастер Николай Васильевич Кононовы приучали своих детей любить и почитать культуру предков. Все это проявлялось в творчестве. Мои тети, они очень, и мама очень творческие. Августина Николаевна, известный модельер, именно она заложила мне. С детства когда ее смотрела, в детстве, она для меня была как волшебница. Она могла из любой ткани, из любого бисера, сделать произведение искусств. И для меня это было сказочно, волшебно. В моем детстве Августина Николаевна жила и работала в Амге. И мы летом ездили, почти месяц жили у нее. Когда она начинала, я немного ей, моя лепта совсем маленькая, но все равно там шить бисер, и самая работа ее Үрүңүлүктей, и я там хорошо помогала. После работы к ней ездила, и мы до 2 часов ночи, даже до 3 часов ночи шили, чтобы закончить этот образ Үрүңүлүктей. Кроме Августины Филипповой, известного в республике модельера, в семье была и еще одна талантливая сестра мамы, Людмила, тоже увлеченная своим делом мастерица. Людмила Николаевна жила в Ленске и там организовала свою студию для детей, студия моды Кереко. Она тоже шила различные модели, она создавала различные куклы. Она научила меня делать маллахит. Такая посуда. Сюда можно класть разные украшения. Я сюда кладу эти украшения, которые тоже сама шила. Это серьги, это брошки. Различные брошки. У каждого дома есть посуда от конфет, и я решила делать на якутский манер. Просто приклеила разную тесьму сюда для обряда якутского, для очищения положила. И очень удобно ими.
пользоваться такой посудой. Здесь тоже украшение. Тоже это банка с Рафаэлло. Можете сделать так. Еще одна сестра мамы Туяры Георгиевны, Степанова Тамара Николаевна, будучи воспитателем в детском саду, совмещала свою работу с творчеством и тоже является отменной мастерицей и рукодельницей. Вся семья Туяры Георгиевны по материнской линии была дружной. Домашние вечера проходили не только за творчеством, но и за стряпнёй, которую обожали и стар, и млад. Бабушка Аленова Ульяна Матвеевна и дедушка Кононов Николай Васильевич, они были очень гостеприимными. Очень-очень гостеприимными. Дедушка был ветераном войны, и они всегда собирали всех родственников. И нас собиралось очень много. У них же было 9 детей. И представляете, все собирались, и были такие красивые праздники с музыкальным сопровождением. Помню, я всегда бабушке помогала стряпать. И всегда просыпалась очень рано утром, и мы делали пирожки. А в пирожках обязательно бабушка клала или монетку, или яйцо. И кому попадалось это счастливый пирожочек, тот был счастливым на весь год. Известно, что прапрапрадедушка Туяры Георгиевны был практикующим шаманом, а прабабушка Дарья знала тайны лечебных трав и растений. Именно от нее у нашей героини особое, чуткое отношение к природе. Очень любила природу. И я разговаривала с любым деревом, с солнцем, с небом. У меня такое было. У меня была любимая береза, я всегда к ней обращалась. И до сих пор я всегда здороваюсь с деревьями, с растениями, с солнцем, с небом до сих пор. Я по утрам всегда здороваюсь, всегда разговариваю с ними, внутри себя сейчас. Люблю ездить на природу, люблю рыбалку, люблю экскурсии. В этом году мне очень повезло. И я успела за короткое наше лето съездить в Амгу, потом съездила на реку Синюю. Съездила в Ботума. Нашла различные камни. Нашла сердечки, похожие на сердце. И тоже похожие на сердце. Похожие на валенки или унты. Камни с дырочками, которые приносят счастье. В детстве я всегда очень любила природу, и собирала всякие гербарии, насекомых. У меня был маленький микроскоп, и я все это видела под маленьким микроскопом. Играла и учителем, и медиком. Вскоре детские мечты превратились в реальность, и несмотря на то, что само по себе в жизни ничего не происходит, у нашей героини все шло так, как и должно было быть. Когда я была маленькой, возможно, это от бабушки и дедушки, они мне всегда говорили: ой, наша внучка станет медиком, станет врачом. И как-то так я стала врачом-лаборантом. В 1992 году закончила медколледж, закончила акушерское отделение. Работала где-то 10 лет акушеркой в родильном отделении села Бердикстя. Потом окончила биолого-географический факультет, и 2020 года стала заведующей лабораторией. Работала в Бердикстяхе примерно 20 лет. В то же время была преподавателем
в Бердиксиахской средней школе номер 1 и в школе номер 2. Там работала преподавателем, и в то время я разработала курсы для детей, которые хотели стать медиком. Ну, я думаю, что им эти знания очень помогли в жизни. Много ребят стало врачами, медсестрами, ну, и разные медицинские профессии. В 2011 году я переехала в город Якутск и работала в городской клинической больнице врачом-лаборантом. Отработала там где-то 5 лет, и в 2016 году Софья Лаврентьевна, главный врач детской инфекционной клинической больницы, как бы позвала меня работать заведующей больницы. И с того времени я работаю в детской инфекционной клинической больнице, заведующей лабораторией. С переездом в Якутск наша героиня очень часто ловит себя на мысли, что скучает по родине, по своему любимому горному району, родному селу Бердигистяху, его красивым и необъятным просторам и местам силы. Все это сподвигло Туяру Георгиевну не только созерцать происходящее, но и запечатлеть эти счастливые моменты и в своей душе, и на холсте. Эта картина называется «Дыхание родной земли». На картине изображена я сама, как бы вот приехала с города, в родной деревне, сижу, отдыхаю после такой тяжелой работы, а возможно просто лежу и мечтаю о чем-нибудь. Тут саялык моей одноклассницы Степановой Сарданы. Мы как раз были у нее и отдыхали, собирали ягоды. Это было где-то в августе. И вот мы сидим, отдыхаем за черной смородиной, как раз охотились. Я там была запечатлена фотографией, и решили нарисовать эту картину. И создавать картины – это тоже огромный труд. Вот первые эскизы сначала делали карандашом, а потом вот как бы рисуем маслом. На первой версии у меня была вот белая одежда, но потом решили сделать вот в таком цвете. Многие живописцы упоминают о существующем мифе, который гласит, что рисование позволяет расслабляться. Однако большинство из них признаются, что чувствуют себя измученными, так как это великий труд. Наша героиня к этому еще и добавляет, что испытывает великое удовлетворение и от рисования, и от самого процесса обучения. Делаешь эскиз, потом продумываешь детали, потом делаешь план. Ну, тоже очень длительно, но если хочешь, то это можно делать за 2-3 дня. И я очень благодарна, что я учусь. Я училась и до сих пор учусь у Николая Николаевича Иннокентьева. Он очень хорошо учит. С народным художником и заслуженным деятелем искусства Республики Саха-Якутия Николаем Иннокентьевым Туяра Георгиевна познакомилась при весьма необычных обстоятельствах. Как всегда, училась, покоряя очередную творческую вершину. Вот я хотела рисовать и должна научиться. И как раз были в художественном училище курсы дизайнера одежды. Я сначала закончила дизайнера одежды, и занятия у нас были в художественном училище. И там я однажды заглянула в класс, и там сидел Николай Николаевич и учил студентов. И я на него посмотрела, и как бы вот мой учитель, вот я у кого должна учиться. И на следующий год, когда закончила курсы дизайнера, переподготовка, я поступила сразу же на курсы живописи и закончила
Мы очень долго учились, у нас был очень долгий перерыв из-за ковида. И в прошлом году мы получили дипломы. В данное время я работаю над картиной, она посвящена ковидным дням, нашим самым тяжелым дням. Там сидит медицинский работник, неизвестно, или медсестра, или врач, или санитарка, но она вот очень уставшая сидит. Мы должны закончить где-то в конце ноября с Николаем Николаевичем вместе. С появлением в мире коронавируса люди четко для себя уяснили, что мир больше никогда не будет прежним. Поменялись образ жизни, мышление и ценности. Я как бы поняла, что жизнь человека очень короткая, и как бы надо всегда делать задуманные. А задумок у нашей героини очень много. Есть даже такие, о которых когда-то позабыла, но один случай освежил ее воспоминания, и теперь она их успешно воплощает в жизнь. В подростковом периоде я очень любила читать стихи. И вот, и якутских, и русских, и поэтов. И папа мне говорит: вот ты же любишь стихи, давай сделай из него песню. Как бы он меня подтолкнул. Процесс создания песни. Вот я влюбляюсь в какое-нибудь стихотворение. Его читаю, и музыка сама приходит. Я была 13-м мелодистом горного улуса, горного района. И меня вел руководитель Савинов Николай Семенович. Он потом, когда я его встретила через 20 лет, он у меня спросил: Туяр, как ты свои песни поешь, как бы издаешь? Я говорю: нет, времени совсем нету. А он мне так сказал: когда состаришься, ты будешь об этом жалеть. Я всегда помню эти слова. В то время я как раз полюбила стихи Григория Кобякова и Ебер. И мы как бы совместно даже, возможно, с папой. В общем, родилась песня «Иебер». И эту песню я пропела на юбилее, посвященном моей маме. Самое прекрасное то, что человек создает. Мне кажется так. И даже музыка, я считаю, что это как машина времени. Потому что когда слушаешь определенную музыку, именно музыка, она дает нам такие воспоминания теплые. Я считаю, что музыка — это как бы отдушина человечества. Беру свои ноты и играю, и на душе становится очень хорошо. Оставаясь наедине с собой, Туяра Георгиевна часто садится за фортепиано и играет. Как правило, это классическая музыка. Но есть еще один инструмент, который трогает ее душу и также вызывает бурю эмоций. Я училась у Артины, а в этом году, в сентябре, специально чтобы выступить на юбилее, я училась у Георгия Слепцова. И я очень благодарна своим учителям, и Артине, и Георгию Слепцову. Номер наш очень удался. Я играла с ученицей Георгия
Галина Хайкы. Вот этот хумус я заказала. К нам приезжал татарский хумусист, да, Ильдар. И вот до этого я приобрела его хумус. Вселенная называется, по-моему. Вот эти магнитики, они меняют звук хумуса. Становится более на тон ниже. Я была музыкальным ребенком, и это, я думаю, от папы, потому что папа в юности любил играть на гитаре, он играл на баяне, и однажды он смастерил даже дудку. У нас была радиола, и мы с папой вместе заказывали разные пластинки. И помню, как мы однажды пошли на почту и взяли все эти пластинки, и такая была большая стопка. И мы любили слушать с папой музыку. Папа мой из Жиганского района, село Бестях. Моя мама поехала в Жиганск работать, и ее назначили библиотекарем в поселок Бестях. И как она вот рассказывает, спустилась с самолета, и там, если вот самолет приезжает, то вся деревня выходит встречать самолет. Ну, очень маленький поселок, не знаю, где-то 200 человек, наверное, 300. И папа был первым, кто ее встретил и помог ей с сумками. Вот так и у них зародилась любовь. Моя мама Слепцова Любовь Николаевна, она все годы работала в дорожном управлении в Бердикстяхе, была главным бухгалтером. Папа тоже дорожник, Слепцов Георгий Иванович, он работал мастером, тоже в дорожном управлении Бердикстяха, Горного Улуса. Я родилась в горном районе, в селе Бердикстях. Мы каждое лето ездили в Бестях. Я очень хорошо помню свою бабушку Ильинову Ульяну Ильиничну. Моя бабушка всегда мне каждое утро собирала голубику. И, это где-то бетон, 3 литра, да. Этот бетон я все съедала за один день. И каждый день бабушка вот с утра приносила. Вот такие теплые воспоминания. Папа всегда ездит на теплоходе. Я чувствовала, что он любит свою родину, очень любит охотиться, очень любит рыбачить, любит своих родственников, свою маму. И мы каждый год ездили, и сейчас тоже. Поездки на родину папы в северный край республики обогатили детское воображение подрастающей девчушки. И вообще, многое, что происходило в сознании маленькой тогда Туяры, шло из детства. Так, еще одно воспоминание дало толчок к очередному творению. У меня в детстве было очень много куколок. И однажды мама привезла мне куклу. Ее звали Феня. А потом я ее потеряла. Возможно, из-за того, что я ее потеряла, может быть, я делаю такие же куклы, которая была вот самая любимая. Такая смешная, такая вот. Она, оказывается, похожая была на куклу, которых я делаю. Самая моя первая кукла, вот она стоит. Я его сделала, шила в Хабаровске. Нашла один такой набор, и там была вот эта кукла. И это все вручную шито, потому что там не было швейной машинки. Но она первая, я ее всегда зову Хабаровчанка. И вот именно с нее началось увлечение куклами. Вот эти куклы я шила по эскизам, уже готовым.
И тут разные технологии, разные. Чтобы научиться технологиям, я именно вот заказывала по интернету понравившуюся куклу, и мне отправляли, и я вот шила. Самая трудная кукла вот эта кукла, потому что она вот с носиком, с ушками уже идет, как бы более-менее похожа на ребенка. А они вот как бы без только глазки, украшают только глазки. Есть еще вот такие куклы на Новый год. Это Дед Мороз и Снегурочка, как бы в русском стиле. Следующее творение нашей героини берет свое начало уже из профессиональной деятельности. Невероятно, но суровые будни врача тоже могут быть источником вдохновения. Я начала свою рабочую деятельность в 90-е годы. В то время, как сами знаете, таковой и моды не было. Мы работали в таких халатах, которые одевают и мужчина, и женщина. Такие простые были. И я все время мечтала, что медицинская одежда должна быть красивой. Эту мечту я создала в коллекции. В коллекции медицинская одежда в якутском стиле. При этом я все учитывала, чтобы должно было быть красиво и, самое главное, удобно. Там есть вот у всех карманы для ручек, для телефонов. Головной убор у медиков должен закрывать все волосы. Наш головной убор якутский, да, он как бы, мне кажется, очень идеально подходит для того, чтобы собрать все волосы. Если вот одеть такой головной убор, то прическа не испортится. Сегодня с данной коллекцией Туяра Георгиевна участвует на российских специализированных показах. И кто знает, может, совсем скоро в якутских больницах и поликлиниках мы увидим на наших врачах такие красивые и изящные наряды, имеющие свой национальный колорит. А пока наша героиня работает еще над одной коллекцией. Мои дети и родители, ну и подруги, да, и они всегда удивляются, как ты все успеваешь. Ну, умелое распределение дня, все по часам, тогда можно все успеть. 24 часа в сутки — это на самом-то деле много. Ага. Я вот работаю, потом иду на вторую работу, ну, где-то 6-7 заканчиваю, и с 9 до 11 можно шить,
можно рисовать. Каким бы мастерством ни обладал человек, для него нет главнее того произведения, которое он сотворил сам. И это прежде всего семья, родители, дети, внуки. Поэтому для нашей героини самое настоящее искусство – это не просто быть мамой, а быть похожей на ту, кто подарил ей жизнь, такую целостную, многогранную и интересную. Для меня моя мама – это самый важный человек в моей жизни. Она очень мудрая, она очень умная, очень красивая. Я чувствую ее любовь, ее поддержку. Мама для меня все. Самый родной человек, самый близкий человек. Я с ней могу разговаривать на любую тему. Все мои секреты, она все знает. В общем, я ее очень люблю. Насколько все-таки разносторонние и талантливы наши соотечественники. И поют, и рисуют, и шьют. При этом имеют основную работу и все успевают. Не каждому дано иметь удивительный дар – быть истинной женщиной, матерью, хозяйкой и просто увлеченным человеком. Наша героиня признается, что все это для нее отдушина и к каждому новому делу относится как к покоренной вершине, за которой всегда идет следующее. Все увлечения позволяют ей не только вырваться из зоны комфорта, но и раствориться в природе, получить положительные эмоции, а главное – повысить уровень счастья. Этому всегда ее учила мама, главный человек всей жизни, ее ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.